Теперь у заболеваний внутренних органов нет никаких шансов остаться незамеченными. Эндоскопическое оборудование предназначено для диагностики воспалительных и онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. При исследовании изображения выводится на большой экран. По словам медиков, это позволяет гораздо легче осматривать проблемные зоны. Все детали четко видны. Новое оборудование имеет значительное преимущество по сравнению со своими предшественниками, делятся онкологи. Оно позволяет без дополнительных усилий проводить обследование онкологических процессов на ранних стадиях, с легкостью ставить точные диагнозы. Видеоэндоскоп одновременно выполняет функцию колоноскопа и гастроскопа, исследует внутренние органы, в числе которых и слизистая пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, толстой кишки и бронхов. Например, если посмотреть на эту руку, практически обычная рука. Если вот обычный аппарат, на который мы смотрим, вот что мы можем визуализировать на картинке, это вот обычная слизистая, обычная кожа, если внутренние органы это слизистые, здесь обычная кожа. Вот если вот так посмотреть, практически здесь ничего не видно, то при близком рассмотрении можно увидеть вот эту маленькую точечку, красную точечку в центре экрана. Эта точечка не что иное, как доброкачественное новообразование. Это гемангиома. Они очень часто встречаются, они практически безвредны, не патологичны. Но этот аппарат может переводить в узкий спектр, то есть выводить из своего поля изображения те три цвета, которым у нас все эти спектра образуются. Это красный, зеленый или синий. Когда исследуют внутренние органы, выявляются предраковые заболевания на ранних стадиях, что позволяет избежать тяжелых последствий в будущем. Благодаря новому видеоэндоскопическому комплексу онкологи-диспансеры смогли увеличить количество обследуемых пациентов. Больных за аппаратом принимают 3 специалиста. Все они предварительно прошли полное обучение. На сегодняшний день мы имеем одно из самых современных оборудований японской фирмы Pentax, который позволяет нам проводить не только диагностические исследования, но и внутрикишечные, внутрипросветные вмешательства. Можно также производить захват видео, также производить запись, которую мы можем на съемном флешке или передать пациенту в дальнейшем. Медики признаются, для них процедура эндоскопии благодаря высокой технологии стала проще. А чтобы пациенты не испытывали дискомфорт во время исследования, в учреждении предлагают платную процедуру под наркозом. Видеоэндоскопический комплекс поступил в онкодиспансер в апреле этого года. Он приобретен в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта здравоохранения. Также ряд оборудования высокого качества, которого не хватало в больнице, удалось приобрести в рамках нацпроекта. В 2020 году в наш онкодиспансер привезли 22 единицы медицинского оборудования, в том числе тяжелое оборудование. Это рентгеновский переносной аппарат С-дуга в ангиорежиме, то есть это экспертный класс в своем классе, он самый лучший считается. Плюс завезли аппарат МРТ на 1,5 Тесла. И этот аппарат позволяет нам проводить исследования пациентов с большой массой тела. В 2021 году для онкодиспансера закупили еще 10 единиц медоборудования, в том числе аппараты для проведения операций тяжелым пациентам с онкологической патологией центральной нервной системы. Врачи республиканского онкодиспансера подчеркивают, что главной проблемой населения остаются поздние обращения за помощью. Напоминают о необходимости вовремя проходить диспансеризацию и профосмотр, ведь процент выздоровления при обнаружении онкологического образования на ранних стадиях достигает до 90%. Можно бывает увидеть запущенную стадию рака, 3-ю, 4-ю стадию онкологического процесса. И когда начинаешь расспрашивать у пациента, вас что-то беспокоило, они очень часто отмечают, что год, 2, 3 назад у них были небольшие следы крови и небольшая слизь. Когда говоришь, почему вы не обратились тогда, они говорят, мы стеснялись. Если бы этот пациент пришел бы 2 года назад, это был бы всего сантиметровый полип, который мы во время исследования ему удалили бы малоинвазивной операцией, и он бы просто забыл бы об этом заболевании.
И сегодня онкологи республики могут вовремя выявить проблему благодаря новому видеоэндоскопу. Помимо онкобольных, состоящих на учете в диспансере, по платным услугам обследуются и другие пациенты. Это обходится значительно дешевле, чем в других организациях. Также возросло число обращающихся за помощью специалистов из соседних регионов. На сегодняшний день на учете в республиканском диспансере состоят 6900 пациентов. 3000 находятся на стойкой ремиссии, наблюдаются более 5 лет без рецидива. Такой результат врачи считают огромным прорывом в лечении и ведении онкобольных. Диана Дударова, Магомед Даскиев. Новости 24.